Добрый вечер, дорогие друзья! Наверняка каждый из вас, проходя мимо теннисного корта, хоть раз задумывался о том, как же круто все-таки играть в теннис. И как теннисисты хорошо отбивают дорогущей ракеткой этот дорогой теннисный мяч. И вот сегодня мы решили поговорить об этом элитном виде спорта с нашей юной, но уже выдающейся таджикской спортсменкой Дианой Иванихиной. Ну что, Диана, расскажите нам, правда ли это, что теннис для миллионеров? Да, это правда. Теннис является одним из богатейших видов спорта в мире. И теннисом могут заниматься довольно богатые люди. В теннисе все очень дорого. И ракетки, и мячи, и вся экипировка очень дорогая. Так, хорошо. Как вы пришли в этот вид спорта? Я начала играть в теннис в Кулябе. Как-то мы случайно проходили просто мимо спортивных площадок, и я увидела, как играют в теннис. Мне понравилось. Я думаю, сходить туда, попробовать. Но в Кулябе он не очень дорого стоил, поэтому у меня была возможность пойти туда и начать тренироваться. Что вас заинтересовало больше всего в этом виде спорта? Мне стало интересно очень, как они бьют ракеткой по мячу и как они бегают за мячом. Мне вот это понравилось. Я вообще очень любила бегать, когда была маленькая, и увидела, как играют в теннис. И все почти в теннисе состоит из движения, то есть без движения никак невозможно играть. Поэтому я решила пойти на теннис. Диана, скажите, что вы испытываете, когда вы заходите сюда? Когда я захожу на корт, у меня сразу появляется очень хорошее настроение, даже если у меня его не было перед тренировкой, потому что я очень люблю играть в теннис, и у меня появляется какая-то энергия, удвоенная энергия, то, что я играю в теннис, мне очень нравится. И вообще я получаю удовольствие от этой игры, но это больше, чем игра просто для меня. Очень интересно просто, что послужило тому, что вы что вы уехали в Куляб. Что произошло? Потому что, насколько мы знаем, вы были сначала в Душанбе, да? После того, как моих родителей не стало, мне пришлось уехать в Куляб и пожить там некоторое время. А потом вы вернулись? А потом обратно вернулась. Что послужило вашему возвращению? Возвращению послужил как раз-таки теннис, так как у меня были довольно хорошие успехи в теннисе. Я занимала много места на соревнованиях, на республиканских, занимала первые, вторые, третьи места. А в основном моему переезду послужило мое занятое третье место в Малайзии, когда мы были в 2018 году. Благодаря этому моему достижению в основном я переехала в Душанбе, чтобы продолжать заниматься в Душанбе. Расскажите про Малайзию нам. Как вы вообще туда попали? В Кулябе тренировалась такая девочка, да? Как вы вообще туда попали? Так как я перед этим приезжала много раз в Душанбе, меня уже все узнали, что у меня хороший результат за время моих тренировок. И тогда, когда стал турнир в Малайзии, поставили турнир в Малайзии, то президент федерации и тренер, который здесь в Душанбе
Мухиддинов Абдурасул и мой тренер Ходжаев Ахмаджон, который в Кулябе, они решили попробовать отправить меня на международное соревнование и как я выступлю там на международном уровне. И тогда мне удалось поехать в Малайзию с помощью... Меня поддержал президент Федерации тенниса, мой тренер Ходжаев Ахмаджон, который в Кулябе, и мой тренер, который здесь, Мухиддинов Абдурасул, а также директор школы тенниса Баротов Дильнавоз. Вот, благодаря им, благодаря их поддержке я попала туда. Для того, чтобы заниматься теннисом, нужны определенные финансовые ресурсы, да? Как у вас, кто вас поддерживает? Если у вас спонсоры, допустим, которые вас поддерживают, экипировка, все это очень дорого стоит. Меня поддерживают вот в любых соревнованиях, где ставятся соревнования, где проходят соревнования. Меня поддерживает мой тренер Ходжаев Ахмаджон, который был в Кулябе, и мой тренер, который здесь, Мухиддинов Абдурасул, и президент нашей федерации Саидов Шоин, и директор школы Баротов Дильнавоз. Вот эти 4 человека поддерживают меня во всем вот, в теннисном плане. Они обеспечивают практически все для меня, как и в Душанбе для соревнований, так и на международных соревнованиях. Вот, благодаря их поддержке я могу куда-то ездить и выступать. Федерация поддерживает меня очень много. Считаю, любое соревнование я ездю за счет нашей федерации, федерации тенниса. И вообще практически с экипировкой они тоже очень помогают мне. Именно федерация тенниса, мой тренер. Вот. Сколько стоит вот эта вот ваша ракетка? Есть разные цены. Ракетка начинается от 200 самон, заканчивается, может быть, 300-400 долларов. А вот это именно ракетка? Моя ракетка стоит 200 долларов. Одна пара? Одна ракетка. То есть они продаются? Поодиночке они продаются. Одна ракетка продается. И сколько ты сам купишь, то есть они не в комплекте никак. Вот она отдельно продается, одна ракетка отдельно продается. Вам 16 лет. Учитесь в 10 классе. Как вы совмещаете школу и теннис? В школе я тоже учусь хорошо. У меня в аттестате 9 класса только 3 четверки, остальные все пятерки. Я стараюсь успевать и школу, и теннис. Как это происходит? Ну, я иногда не сплю до часу ночи, может быть, уроки делаю. Так. Я стараюсь больше времени, вот свободное время, если у меня появится, я сразу звоню какой-нибудь подруге, какому-нибудь другу, чтобы встретиться, поиграть в теннис. Это самое большое развлечение, удовольствие для меня, это игра в теннис. Вы, будучи тинейджером, неужели вам не хочется погулять, отдохнуть, прогуляться с друзьями, потусить где-то, что-то сделать? Вы постоянно находитесь в тренировках и на занятии. А есть ли вот этот вот промежуточек, где Диана может где-нибудь отдохнуть или просто... У вас не бывает такой ситуации, что сегодня не пойду я на тренировку? Такой не бывает ситуации. Я каждый день хожу на тренировку, и каждый день у меня желание есть на тренировку. То есть я... А где вы берете эти силы? Я стараюсь успевать все дела, вот, и время тренировки, время, которое я должна пойти на теннис, я стараюсь его как-то сохранять, чтобы у меня было время пойти, чтобы я не опаздывала на тренировку и не пропускала тренировку. Даже если у меня, может, какие-то дела, может, меня тетя попросит что-нибудь сделать, я стараюсь все успевать до 4 часов, потому что с 4 до 6, до 7 у меня тренировки, я стараюсь это время как можно лучше провести на тренировке, и то есть стараюсь не тратить это время просто так. Мы с тренировки можем вот с нашими теннисистами до дома вот от Фрунзе, то есть до Ватана, я живу на Ватане, просто прогуляться пешком там, подышать свежим воздухом. В 8 часов я дома прихожу, там ужинаю, может, немного общаюсь с друзьями и начинаю уроки делать. И уроки вы до скольки делаете? Когда как, иногда приходится до 12, до часа, но я ложусь, не рано ложусь спать, 12 час я ложусь спать и просыпаюсь в 6 часов. Вот эта кнопка «выкл» где-нибудь стоит у вас, нет?
Нет? Кто для вас вот идеальный спарринг-партнер? Идеальный спарринг-партнер – это когда он может с тобой держать минимум там 20-30 мячей без ошибки и может перебивать стабильно. То есть, когда мы под словом «держать мяч», это означает, что играть в руки сопернику. То есть не гонять его туда-сюда, а чисто вот спарринг – это держать. То есть он мне в руки, я ему в руки, он мне в руки. И вот так у нас нарабатывается стабильность ударов. Пока здесь моего, вот с кем я люблю играть, его нету, он не пришел сегодня. Зачастую наши юные спортсмены, знаете, доходят до какого-то уровня, ну, в вашем случае в теннисе, да, доходят до какого-то уровня, а потом бросают. С чем это связано? Как вы думаете? Думаю, многое зависит вот от родителей спортсменов, потому что у нас очень много случаев, когда спортсмен показывал хорошие результаты, но как он закончил школу, девушку выдают либо, может, замуж, а парни заставляют учиться, то есть говорят: нет, спорт это не для тебя, ты иди учись там. Таких случаев очень много. Значит, родители не очень хорошо относились к спорту, может, они хотят, чтобы он стал кем-нибудь другим, а не спортсменом. Так, вы же сами сказали, что это большие, ну, как бы немалые деньги, да? И заниматься, отдать столько лет, допустим, спорту, и все это прекратить в один прекрасный момент. Но это богатые люди, им что, им все равно. Все-таки теннис для миллионеров, да? Опять-таки. С какими трудностями вы сталкиваетесь? Или сталкивались на протяжении всей вашей вот этой спортивной жизни? В Кулябе когда я в Кулябе тренировалась, нам не хватало корта, потому что там был один корт всего лишь, и соревнования там не могли проходить. То есть для проведения соревнования нужно минимум там 4-5 кортов, чтобы успеть проводить, чтобы было интересно, а то на одном корте. И этот корт был не очень хорошего качества, но мы все равно старались благодарить и за это, то, что вообще у нас есть корт, то, что в Кулябе вообще президент построил корт, мы были ему очень благодарны, и сейчас благодарны то, что он заново построил парк в Кулябе и там сделал новый корт. Этот корт, конечно, лучше намного того, но все равно то, что один, вот это немного не хватает нам, чтобы хорошо тренироваться. То есть нас много человек, мы по очереди играем, вот это немного напрягает, а так в целом нормально. В Душанбе хочу сказать, что кортов достаточно, потому что недавно президент открыл большой спорткомплекс, там еще 11 кортов, кажется, новых, хорошего качества, где можно играть. И еще у нас есть 7 кортов на стадионе Фрунзе. Думаю, в кортах там, в местах, где тренироваться, мы не нуждаемся. А кто является вашим кумиром? Кумира у меня особого нету, прям, чтобы я... На кого бы вы хотели равняться? Особо выделяется для меня две теннисистки. Это Мария Сакари и Симона Халеп. Вот мне очень нравится их техника и как они двигаются по корту. Вот это мне очень нравится, потому что в отличие от других я вижу вот этих двух теннисисток, которые играют более активно на корте и больше всех двигаются. И вообще в целом нравится мне их игра. Случалось ли в вашей жизни такое, что вы получали предложения с каких-нибудь стран? Было один раз такое, меня приглашали в Казахстан, но я не захотела. Мне здесь все, меня в Таджикистане все устраивает, как спортсмена и вообще, может быть, в будущем и как тренера, но, может быть, не знаю, в будущем я хотела бы работать, может быть, заниматься теннисом где-то в другом месте, попробовать как там, в развитых странах, вот в плане спорта. Я, конечно же, хочу и хотела, и хочу всегда поднимать флаг своей республики Таджикистан, чтобы показывать нашу республику на международных соревнованиях, чтобы все знали, что в Таджикистане тоже теннис есть, и он процветает, он развивается, то есть, чтобы в Таджикистане есть тоже спортсмены. Я хочу этого, стремлюсь к этому.
Но если у меня это не получится, то я хочу стать тренером по теннису и научить других детей играть в теннис и отдать им то, что вот я знаю, то, что я умею, чтобы поделиться своим опытом, своей игрой, своим умением с другими людьми. Вы сказали о том, что вы видите себя тренером, а как спортсмена вы себя не видите? Не вижу, но мне уже 16, а участвовать я могу в международных соревнованиях ITF до 18 лет. На этих соревнованиях это основное соревнование для таких, как я, подростков, на которых даются очки. Эти очки в будущем служат для создания своего рейтинга. Но вот в 2020 году из-за пандемии коронавируса нам не удалось никуда не поехать, и ни одно соревнование мы не играли международное. Это не получилось. У меня еще есть 1 год, и я только 1 год смогу сыграть это соревнование. Там очень сильные игроки, самые сильнейшие игроки в мире, вот такие, как я, спортсмены, подростки. То есть вот в ITF выступают только самые наилучшие теннисисты. И пока, так как я не очень много тренируюсь, у меня не очень много опыта занятий теннисом, я думаю, что я, конечно, не падаю духом, я надеюсь, что все получится, но если не получится, то есть я уже знаю свои планы на будущее. То есть если у меня не получится стать спортсменом, я уже не растеряюсь, что со мной будет. Я уже наперед Вы уже разработала распланировали. планы, да. Какая вы молодец, Диана. Что бы вы посоветовали начинающим спортсменам, скажем так, да, которые начинают только играть в теннис, и как раскрыться в этом виде спорта? Начинающим спортсменам, детям я желаю, чтобы они постоянно тренировались, никогда не бросали, потому что если они станут теннисистами, это будет огромный плюс нашей стране, огромный плюс вообще в целом нашему спорту в Таджикистане. Это будет очень большое развитие нашего спорта, а тем, которые просто занимаются видом спорта теннисом для здоровья, я советую, чтобы они всегда занимались им, потому что это очень классно. Играя в теннис, я думаю, это самый лучший вид спорта. Спасибо, что вы пришли. Спасибо за вашу беседу. Ну а мы с вами прощаемся до следующих выпусков. Оставайтесь с нами и пейте кофе.